Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Лицо казанской национальности. Ленин в Казани. Мифы и легенды. Будущий вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов прожил в Казани недолго, всего около 2 лет. Но его с этим древним городом связывали давние родовые узы. Во-первых, в селе Кокушкино, недалеко от Казани, находилось имение деда Бланка со стороны матери. Там сейчас музей-усадьба, где Володя часто проводил летние каникулы. Во-вторых, его отец Илья Николаевич окончил физико-математическое отделение Казанского императорского университета. В-третьих, в Казани проживали тетки Владимира, Ардашевы-Пономаревы и Веретенниковы, сестры Марии Александровны, матери Ленина. Переезд в Казань был связан с поступлением Владимира Ульянова в университет. Несмотря на то, что его старший брат был казнен за покушение на царя Александра III, а сестра его была ссыльной, ему удалось поступить на юридический факультет. Благодаря протекции директора Симбирской гимназии Федора Михайловича Керенского. По иронии судьбы, это отец Александра Федоровича Керенского, будущего главы Временного правительства, классового врага большевиков. Вот какую характеристику дал директор гимназии своему ученику. Весьма талантливый, постоянный, усердный, аккуратный. Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью как самый достойный по развитию и поведению. С такой протекцией как не поступить? Хотя в Москву и Питер Володе Ульянову путь был заказан, а в Казанский университет, благодаря протекции Керенского, открыт. В год за курс учебы в Казанском университете семья Ульяновых отдавала 50 рублей, плюс еще какие-то копейки за обучение иностранным языкам. То есть месяц обучения Владимира в университете семье обходилось в сумму чуть более 4 рублей. Что такое 4 рубля в XIX веке? Много это или мало? В рассказе «Учитель словесности» Чехов писал, что за одно только занятие со своим ребенком дворяне платили учителю 5 рублей. За одно занятие 5 рублей, а тут за месяц 4 рубля. Любопытно, сделаем небольшое отступление. Когда я учился в Казанском университете в конце 70-х годов прошлого столетия, тоже получал стипендию в размере 50 рублей. Это была повышенная стипендия, обычная 40 рублей. 50 рублей в 1879 году и 100 лет спустя, в 1979 году, любопытно сравнить. Интересно, а что на эти деньги можно было купить тогда, в последней четверти XIX века, и 100 лет спустя, в последней четверти века XX? В 1879 году за 50 рублей в Российской империи можно было купить 125 килограмм говядины и 2000 яиц куриных, а за рубль 1,5 литра казенной водки. За 50 же рублей можно было упиться в усмерть. Многие, кстати, так и поступали, в том числе и студенческое братья. В императорских университетах, не исключая родной Казанский, пили безбожно, до положения рис, как писалось в тогдашних докладных. Начальство на это смотрело сквозь пальцы, даже, можно сказать,
поощряла пьянство среди студентов. Такая была директива самого верху. Пусть пьют, лишь бы не бузили. Но казанские студенты и пили, и бузили, о чем, просиживая в университетских архивах и пользуясь дневниковыми записями тогдашних бузатеров, будучи еще сам студентом, я, помнится, написал обстоятельный исторический доклад. Странное дело, тогдашний научный руководитель, знаменитый профессор Вульфсон, молча прослушал этот мой хулиганский опус и даже ни грамма не пожурил. Но вернемся к деньгам. Это всегда приятно, особенно когда они есть. Мы выяснили, что можно было купить за 50 рублей в 1879 году. В 1979 же году, 100 лет спустя, студент советского вуза, получая стипендию 40-50 рублей в месяц, мог себе позволить 15-20 кг мяса, до 200 яиц, в зависимости от сорта, и пол-ящика водки. А что может себе позволить нынешний студент за свою стипендию, считайте сами. Но вернемся вновь в век XIX. А какие тогда были заработки? Данные сборника «Статистика Российской империи» за 1856 год показывают, что учителя ежемесячно получали в среднем по 200 рублей, то есть с небольшой натяжкой это сопоставимо с зарплатой советских учителей. Однако, если посмотреть на покупательную способность царского рубля и советского, то, согласно методике Центробанка, 3 года назад, то есть в 2022 году, эти 200 рублей равнялись примерно 275 тысячам рублей. Прибавьте сюда инфляцию и получите искомую сумму на сегодня. Учителя в царской России были привилегированной профессиональной кастой. Другие зарабатывали меньше. По данным того же сборника, дворник 18 рублей в месяц, жандарм 50 рублей, квалифицированный рабочий 57, чиновник уездного районного масштаба 62, фельдшер 65, полковник царской армии 325 рублей в месяц. Обратите внимание, рабочий тогда зарабатывал больше полицейского. По сведениям Рафика Нафигова, заведующего кафедрой истории КПСС КГУ, в Казанской губернии было открыто около 300 фабрик и заводов, где работало более 8 тысяч рабочих. И не в такой уж сильной находились они нужде, как выясняется. А советская пропаганда уверяла нас в обратном. Семья Ульяновых, получив наследство от рано умершего от инсульта главы семейства, довольно крупного чиновника, инспектора народных училищ и действительного статского советника, наследство Илья Николаевич оставил в размере 2000 рублей. Помимо этого, семья Ульяновых имела ежегодный чистый доход в размере примерно 1000 рублей от своего помещичьего имения. Ну, на эти деньги не шиковали, но и не бедствовали. Так что сведения о том, что семья Ульяновых в Казани пребывала в крайней бедности, не более чем миф. Но о казанском периоде жизни Ульянова-Ленина в советское время было выпущено масса разной литературы, и вся она мифологизирована. Миф первый мы подробно разобрали. Миф второй. 17-летний Владимир Ульянов являлся руководителем студенческой сходки в декабре 1887 года, и боевой революционный путь будущего вождя начался еще в Казани. На самом деле вождями студентов, и не только студентов,
Тогда были Гурий Плетнев и Николай Евреинов, выходцы из довольно зажиточных казанских семей. Студенческие сходки прошли не только в Казани, а во всех крупных городах империи. Бунтовщики выражали свою солидарность с московскими студентами, у которых случился конфликт с ректоратором, и которым власть применила репрессивные меры. Кстати, руководители Казанской сходки Гурий Плетнев и Николай Евреинов были друзьями другого знаменитого казанца Максима Горького, и который тоже мечтал поступить в Казанский университет, но в отличие от Ульянова Ленина не поступил. Однако Максим Пешков прошел в Казани свои университеты, о которых мы уже рассказывали. А подросток, практически подросток, в 17 лет, Володя Ульянов был рядовым участником сходки. Просто в тот знаменательный день, в пятницу 4 декабря 1887 года, он находился в толпе протестующих студентов в коридорах университета. Но жандармы замели всех. На съемную квартиру по Новокомиссариатской, 15, сегодня улица Муштари. Это одноэтажный с антресольным этажом деревянный дом. Тогда там жила семья Ульяновых. Сюда полиция нагрянула в ночь с 4 на 5 декабря. Владимира Ульянова отвезли в участок, где он со своими подельниками, около 40 человек, просидел лишь пару суток. Скоро их отпустили, попросив написать заяву о добровольном отказе от дальнейшей учебы в Императорском университете. Так несостоявшийся юрист-адвокат оказался в 40 верстах от Казани в имении своего деда Бланка в селе Кокушкино. И никакое это было не заточение и не заключение под стражу. Это миф второй. Тем более, что менее чем через год Ульяновы снова преспокойно перебрались в Казань. И за 40 рублей в месяц Мария Александровна сняла новый домик на Первой горе. Ныне сегодня там располагается музей Ульянова Ленина. Что такое 40 рублей в месяц для семьи Ульяновых, выше мы уже разбирали. Не густо остается от дохода, который давало поместье, но жить было можно. Миф третий. Жандарм-пристав, который арестовал Ульянова, стал ему выговаривать: «Что вы бунтуете, молодой человек? Ведь перед вами стена». «Стена догнилая, ткни и развалится», якобы пророчески изрек будущий организатор Великой Октябрьской революции или переворота, кому как нравится, 1917 года. На самом деле эта сценка ничем не подтверждается, а придумана авторами книги В. И. Ленин «Краткий очерк жизни и деятельности». Миф четвертый касается этнического происхождения Ленина. Долгое время вождь мирового пролетариата считался русским, или, как он сам себя называл, великороссом. Но более поздние исследования обнаружили другие этнические корни в родословной Ульяновых. Не будем в них углубляться, а отметим лишь основные версии. Одна из самых распространенных версий утверждает, что по материнской линии бабушка Ленина Анна Григорьевна Гроскопф была немкой со шведскими корнями, а отец Сруль Мойшевич Бланк – крещенный еврей. О еврейских корнях Ленина Сталину сообщала его сестра Анна в 1930-х годах. Но Иосиф Виссарионович строго приказал молчать об этом абсолютно. Отец же Ленина, Илья Николаевич, имел чувашские корни, а чувашский писатель Миша Юхма утверждает,
что отец даже учил своих детей чувашскому языку. Ну вот есть такая версия. А по версии же Мариэтты Шагинян, по отцовской линии отец бабушки Ленина был калмык. Долгое время книга Шагинян находилась под запретом. Кем бы ни был Ленин, татарских корней у Ульяновых, Аллаха шикр, никто не обнаружил. А вот высказывания Ленина о татарах не безинтересны. Широко известно утверждение, ходившее в советское время, что 80% казанских татар якобы не умели читать и писать. Это на кириллице не умели. Зато по-тюркско-татарски и арабским шрифтам писать и читать умели почти поголовно. Высокую грамотность татар отмечал и Ленин. Цитата. «У казанских татар на 150 человек приходится сейчас одна мечеть и один мулла. У русских и инородцев того же района, Казанская губерния, один священник приходится на 1500 душ. У первых одна школа на 100 душ обоего пола, у православных одна на 1500-3000 человек. Распространение книжной и газетной литературы у мусульман-татар еще более высокое». Конец цитаты. Ленин также возмущался, когда на целые народы наклеивали обидные клички. Так он возмущался. Третируют инородцев. Как поляка не называют иначе, как полячишкой. Как татарина не высмеют иначе, как князь. Украинца иначе, как хохол. Грузина и других кавказских инородцев, как кавказский человек. Хотя прозвище «князь» для татар, наверное, было не самым обидным. Лозунги-то Ленин провозглашал все правильные, и писал он все правильно, но в реальной жизни выходило все по-другому. Процитируем еще один известный документ. Из обращения к трудящимся мусульманам России и Востока от 20 ноября 1917 года. Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России. Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, сохраняются всей мощью революции и ее органов, советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Продолжительные аплодисменты должны быть в этом месте, да? Ведь красиво звучит, не правда ли? А что получилось на деле? Сплошная обманка. А ведь поверили. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.